Друзья автомобилисты, всем большой привет! Сегодня я представляю вашему вниманию Kia Optima 2020 года выпуска. Пробег 72 500 километров. Стоимость составляет 1 520 000 рублей. Вот такой автомобиль сможете приобрести в автосалоне Автоград. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Кстати, Автоград предоставляет двухнедельную гарантию на свои автомобили, на БУ авто, соответственно. Так что обращайтесь. Один владелец, рестайлинг, 2 литра MPI на автомате, 150 коней. Неплохо, очень хороший автомобиль, полностью обслуженный, есть сервисная книжка, вся история официального дилера. Автомобиль как новый, мощный, надежный и экономичный двигатель. Но во всем по порядку давайте. Действительно, вот не так часто ты встречаешь на тестах вообще автомобили в таком состоянии. Это прям дорогого стоит просто протестить такую. Это прям вау, я в таком восторге нахожусь. Я просто крепко хочу пожать руку владельцу за то, что он сохранил ее в таком состоянии. Это фантастика, фантастичи, такие дела. Друзья, не забывайте подписываться на канал, будет еще очень много интересных и познавательных видео про самые-самые разные авто. Обычный гидротрансформатор здесь 6-диапазонный. Давайте немного прокатимся, и потом я уже расскажу, что да как с этой Kia Optima. Ну что ж, в свое время корейские производители попали прямо в ту самую точку, куда надо. Зашли на 100%. Сейчас что сделала Kia K5? Она побила по продажам, на минуточку, Toyota Camry. Toyota, блин, Camry. Вы представляете себе? Такие дела. Дальше поживем и увидим, что дальше будет. Ну, даже не так хорошо раскупают Сонату, понимаете? Потому что на старте продаж, когда вообще Kia K5 зашла на наш рынок и появилась у дилеров, она была прям очень дешевой, даже по сравнению с Сонатой. Как-то так. Ох, как она плавно, аккуратно стелит, да, прям я чувствуете шумопоглощающие, шумоподавляющие маты в этом автомобиле. Вот. Кто бы что ни говорил, это так и есть. Здесь, смотрите, такая простая комплектация. Просто есть кондиционер, но в то же время кожаный руль и автоматическая трансмиссия. То есть такое редкое сочетание. Вот тут именно такие авто предпочитают. И вот, наверное, это ваш выбор, если кто на вторичке сейчас себе ищет. Они достаточно надежные, выносливые и в цене особо прям сильно не падают. О, как она прям это подрывает. Ну, 6-диапазонный автомат здесь, конечно, прям к месту. Он и расторопный, он экономит топливо. Если захочется немножко покуролесить, в принципе, у вас это дело получится в любом случае, потому что автомобиль располагает к динамичной езде, включая там прям какие-то перестроения дикие. Не зря у нее есть версия GT Line, красивая, которую причесали там «Будь здоров». Динамика, конечно, да, у вас и динамикой побалует, и топливной экономичностью. Хорошо прям едет, это очень хорошо. Так, вот можно и кого-то и не увидеть здесь, если по сторонам смотреть, даже такое бывает. Кардинальные отличия и вообще конкурентные преимущества, вот, наверное, многие меня сейчас спросят, ну в чем же отличие преимущества, допустим, с тем же самым Passat, пожалуйста, Ford Mondeo, Mazda 6, там рынок перенасыщен различного рода такими автомобилями. И что же выбрать? Вы знаете, тут единственный правильный выбор — это прокатиться на этом авто и самому все почувствовать. Иначе вы просто не поймете, сделаете неправильный выбор. Кому-то нравится действительно Camry, кто-то фанатеет там от
пятака BMW, кто-то души не чает в Audi A6, кто-то говорит, что лучше, чем Mercedes E-класса, машины не придумали. Но каждый имеет право на свою точку зрения, и как бы тут не то чтобы точка зрения, а в первую очередь, наверное, на некую такую составляющую единения с автомобилем. Вот что нравится, то и берем, господа, без сомнения, вот абсолютно без каких-либо сомнений. Это будет самый правильный выбор. Здесь имеется даже, вот, несмотря на то, что вроде бы как комплектация такая, подогрев руля, Drive Mode, пожалуйста, вот так мы переключаем в Smart умный режим, комфортный режим, эко и спорт, даже вот так. Подогрев сидений 3 ступеньки, но есть даже и вентиляция в максимальных комплектациях, конечно же. Такая аккуратная штука все обрамляет. Сидушки как новые, здесь, пожалуйста, вещевой бокс огромный, сейчас откинусь. Здесь AUX USB розетка, 2 розетки на 12 вольт, шикарно просто. Все обратно входит. Здесь управление для борт-компьютера, видите, здесь просто на русский язык не переключили, сейчас мы это сделаем. Так, где тут русский язык? Ищем. Вот он, русский язык, пожалуйста. Раз, два. Дверь, освещение, звук, интервалы обслуживания. Ну, такой небольшой дисплей вводит максимум информации. Молодцы. Круиз-контроль, ограничитель, лимит. Здесь имеется отключение для звука. Даже подрулевые или без переключения передач. Вот, казалось бы, такая комплектация. При том, вроде бы, как это... Да, прикольно будет. Прям как на Формуле 1 будете за G5 на этой тачке. Здесь у нас управление яркостью подсветки приборов, регулирование угла фар, открывание для багажника, трекшн, стабилизация, открывание для лючка бензобака, электропривод для складывания зеркал, безусловно, они вот так загибаются достаточно быстро. И здесь у нас центральный замок, блокировка стекол, электрорегулируемые зеркала, влево, вправо, вверх, вниз, стороновые автоматические стекла. Вот. Шумка более или менее хорошая в этом автомобиле. Здесь салонное зеркало заднего вида без автозатемнения. Пожалуйста, для вас подсветка аккуратная. SOS-система GLONASS. Контейнер для очков вот такой, набит тканью. Подсветка. Понятное дело, что есть моменты, на которые нужно обратить внимание. Вот прям по модельке. Почитайте строго, исключительно вот на что смотреть. Какие есть, вот все же пишут, болезнь ВАГа. Или вот особенности Kia. Ну прям философы, хорошо носит такие философы. Здесь строчка, имитация пустили. Ну вот и все. В общем, добротный автомобиль, который, наверное, откатает свое положенное ему заводом-изготовителем. Вообще инженеры какой потенциал сюда заложили, такой, в принципе, он, наверное, и должен выкатать, как по мне. Ни много, ни меньше. Вот так. Очень достойный автомобиль в своем классе. Если прям дико понравился вам, берите, не пожалеете. Хотя за 1 450 000 вот буквально недавно люди как 5 покупали, а сейчас поддержанную Optium берут. Ну вот как-то так. Какое-то обрамление, линия куда-то уходит туда, и хитросплетение, другие пространства мне тоже очень импонирует. Классная штука. Плюс еще у вас будет полный бак, так что на полном баке далеко можно будет уехать. 805 километров, но я думаю, на 1000 километров, если прям сильно не притапливать, 150 коней для такой массы нормально вообще хватит. Где-то 800-900 километров вы точно проедете, если даже издалека едете. Класс. Лобовое без сколов, без трещины, ЛКП без дефектов, диски тоже ровные, не бьют, бордюрки особой нет, днище не зацарапано, ничего там не цепляли слишком сильно уж для очень дотошных людей. Вот. Так что автомобиль готов к дальнему путешествию, это точно. На этом все. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения, огромного вам везения и приятных покупок. Пока, друзья!